Всем привет! Пока, ребят, прохожу последний перекат, хочу с вами поздороваться. Осень, ребята, смотрите, какие пейзажи красивые. Поднимаюсь в тайгу. Ну, сегодня я не один, с Илюшей. Как обычно, делов наделал и довольный. В общем, ребята, решили рвануть порыбачить наверха. Перекаты все не дают, водичка поднялась, вроде как решились подняться. Ну, в общем, он это все объехал на машине и спустился на своем маленьком моторе и уже где-то поднимается на точку. А я еще, ребят, бодаюсь. Все это ладно, все это проходимо, но если это все надо делать пораньше и, соответственно, приехать до рыбалки вовремя. Здесь уже 3 часа, ребята, и я еще поднимаюсь. Ждал все-таки Илюху, короче, а он, оказывается, на 2 часа, как обычно, опоздал. В общем, где-то на второй Ямахе поднимается, ребята, я прохожу последний перекат и буду догонять его. Хрен знает, 3 часа, ребята, надо уже все приготовить, а у нас еще ничего не готово. В общем, посмотрим. Ладно. Такие спонтанные рыбалки я тоже, ребят, люблю, и они бывают даже более такие уверенные и удачливые, нежели когда ты собираешься там за месяц, за неделю и что-то не срастается. В общем, ребят, прохожу такие горы, обрывы. Ну, красота, красота. Сегодня штиль, шикарная погода. Сегодня был заморозок, минус 2 градуса. Сегодня тоже, ребят, будет ночь холодная. Ну, у нас с собой палатка, печка, раскладушки. Все как надо, короче. И, соответственно, почему на 2 лодках и решено подниматься. Ну, чтобы более-менее удобно было. Перекаты не дают, очень страшно, ладно. Прохожу последний, ребят, и догоняем Илюху. Все, ребята, перекрестился. Прошли мы злые перекаты. Все, встречай, тайга, матушка. Садок нашли, ребята, в прошлой рыбалке оставили, я помните, я говорил. На воблю попался. Да какой, смотри, еще бетон. Фига. Троллингом или забагрил? Нет, харил.
Хапнул. Нифига. Я, значит, жирую. Илюха подымался на троллинг. Яська хапнул. Блин, хороший. Килограмм больше. Блин. Догнал, короче, Илюху, ребята. Это то место, где мы тут 2 дня балдели. Дрова оставляли. Ну, дрова пожгли. Ну, садок остался, да? Садок, он там, как ты его так помнишь, я Да. помню, ты его так швырнул, да? Так в кустах и лежит. Ну и нормально. Отлично. Камни какие-то. Хрен. Ладно. Забрали садок. Едем дальше, ребят. Сегодня хотим выше подняться. Правда, времени ни хрена нету. Вот здесь сада мы с Илюхой балдели. Кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите. Нормально мы здесь кайфанули. Ладно, пойдем выше потихо. Ладно, я не буду ждать его, ребята. Я пойду наверх смотреть точки. Надо ставить палатку, все равно дела делать, ребята. Быстрее будет. Пока он подымется, очень долго будет. Короче, непонятный у нас движ какой-то. Ну ладно, ничего страшного. Так, ребят, мне интересно вот эта коса. Хочу ее попробовать. Здесь очень много места раскидаться. Смотрю, какой-то столик, тоже лавочки. Молодцы, хлопцы. Здесь сужение. Донки, в принципе, такие длинные не надо. А вон утки, ребята, утки летят. Целая пачка. В общем, ребята, где-то здесь хочу я посмотреть все это дело. Хорошее место. Здесь, кстати, ези попадается. Может, езя еще возьмем. Ладно, паркуюсь. В Одессу банда из Ростова. В банде были урки, шира. Банда занималась темными делами. Ну что, ребята, все, мы на косе, на долгожданной добрались. Вот она вот такая длиннющая. Здесь можно вот реально вдвоем, троем даже вот рыбачить, ставить донки. И все шикарно. Я это называю лосиная точка, так как здесь часто выходит лось на пляж. Следы прям лося видны. Ну, видно, давно здесь никого не было. Маленький какой-то костерок. А вот такой столик сколочен. Или лавочка, скамеечка. Ну, столик, наверное. Вот у нас тоже как столик будет. А дровину, ребята, на печку надо будет где-то присмотреть. Выше, ниже. Ну, не важно. Так, ладно. Ставлю палатку, ребята. Палатка будет возле на берегу, прям, я думаю. Прям в песок придется поставить. Ну, а что делать? Зато будем слышать поклевку. Неохота далеко идти, ребята, до леса. Ладно, сейчас разберемся. Пока Илюха подымется, пройдет много времени. В принципе, ребят, далеко ходить не надо было. Лось, вот лось вышел с реки, дошел до реки, попил и пошел обратно. Вот видите, ребят, следы лося. Вот они здесь гуляют. Тут даже как-то что-то прыгал, что ли, резвился. Ну вот они, следочки лосиные. Все-таки место лосиное. Я и говорю, следы должны быть. Ах, красота, братцы. Настроение вообще шикарное. Правда, ни хрена мы не успеваем, блин. Ну ладно. Будем надеяться, что будет супер клев, супер рыбалка. Ну я пока разгружаюсь, наверное. Дров нету, пустой пляж, ребята. Половодья не было. Придется, надо будет где-то пилить сушину и переправлять на лодке или как-то вплавь. Разберемся. Смотрите, ребят, как заполоняет пляж. Скоро и вот этой косы не будет. Вот эта зараза разрастится, и хана будет. Еще помогают рыбаки, которые не убивают рогатульки. Видите, ребята, рогатульку не убрали. Пожалуйста.
Пошла жара. Рогатульки всегда, ребят, убирайте. Ива махом растет. И вот этого не будет. Все зарастет. Как я не люблю песок, ребята. Но бывает иногда вариантов нету. Приходится ночевать. Сразу утянемся, чтоб все было по красоте. Опа. Палатку, кстати, сейчас мыли керхером, внутрянку помыли, освежили. Сейчас по красоте. Опа. Так, ну что, с дровами беда у нас, ребят. Будем искать, чекировать. Съездим сейчас, посмотрим. Где-то, не знаю, или завалов что-то шоркнуть, или посмотрим, может, что-то выше там на берегу найдем. Притащим, короче. Вот, ребят, нашли вот такую штуку. Сейчас Илюха пильнет ее, скинет. Нам и на костер хватит. И Илюха. А я здесь перехвачу. Пошла, ребята. Отлично. Зацепил? Да, я понял. Все, чекируем, ребят, лес. По старой схеме все. Дровишки дома. Сейчас пильнем и нормально. Пока Илюха пилит. Топорик мой. Так, скамейка у нас будет новая, большая. А, здесь прибита. Фига, молодцы. Ух ты, какая. Живая. Че, запаливаемся. Песок, конечно, я ненавижу. Ну, песок любит налим. Так что выбирать не приходится. Вот
Вот так ставим, ребята, они потом обсыхают. И они плюс чистые. Если сейчас их закатить, они все будут в песке, то считай, цепочки хана. Вот потом так вертикально и пилим по одному. Внимание. Люблю, когда такие дровишки. Так, ребят, ну что, все. Я думаю, нам хватит на ночь. 4 чурбана поменьше на печку. Вечером печку поставим. Сейчас-то не будем ставить. Потом поставим. Ну и костерок у нас тут. Тянет немножко, да. Дрова гореть будут. Но надо потихоньку уже расставляться будет. Сейчас за приезд. И, наверное, будем думать по доночкам. Первый богатырь. Первый богатырь, ребята. Сальцо. Какое-то домашнее. Попробуем. Салямик. Так, что у нас времечко-то? Времечко, ох, 5 часов, 6 час. Ну давай, друг мой старый. За очередной выход. Посмотрим, что коса даст. Я думаю, будет что-то интересное. Мне так кажется. Горлупа, орешек, грецкого, ваниль, можжевельник, перец черный. Мы же уже, ребят, с рыбой, точно. Илюха заезжал, уже цепанул. Новый садочек. Все дела. Как настоящий федермен, говорю, бля. Уже обновлен уже. Да. Все. Яська. Блин, до сих пор дышит, а ты прикинь? Холодно. А холодно, да, ну что? Холодно на улице. А, До сих пор такой. Мясо. Ну штук 300, я тебе скажу. Нет, нет, вот я говорю, вот убедишься сейчас сам. Не 700. Очень много тут. Там кого-то сюда положил. Ставь пока, а потом высыпем, да. Надо все равно ночью закрывать надо будет. Дело поводки пока. Я вспомнил, надо поводочки, ребятки, сделать запасные. Сразу пока светло. Опять кусаешь, там лишь нож. Нет, почему кусаю? Поводочки, поводочки, поводочки. Первая прям возле лагеря, ребята, полетела. Куда-то туда, мне так кажется. С одной стороны, с пляжа очень удобно. С другой стороны, блин, вот этот песок мне не нравится. А так-то с пляжа, конечно, кайфово донками рыбачить. Точка интересная, ребята. Здесь и по лещу, по изю можно еще удариться. Тем более сейчас под осень. Жируют. Тем более он Илюха поймал на троллинг, блин. Хорошего изя. На воблер. 130-й косадак. Ни хрена сглотнул, блин. Ладно, вторая рядышком. Вот под этот хлам, ребята, кидаю. Под этот хлам. Там яма. Выходом на пляж. Видите, ребята? Вот туда. Под коряшки. Хрен знает. Как лучше, конечно. Куда лучше. Ну, стащит, место найдет свое. А тут уже будем смотреть потом по ночуге. Что да как, да почему.
Вот, ребята, УАЗик на резине с кунгом, с печкой, с лаечкой. Охотники подъехали местные. Ходят по тайге нормально. Вот так вот можно подъехать и балдеть. Знакомые. Ладно, я по донышкам, ребят, продолжаю косу бить. Здесь уже миляк, выход с ямы. Бьемся. Ну все, ребята, дело сделано. Раз, два, три, четыре, ребят. 4 доночки получилось у меня. Вот здесь крайняя. Вот здесь уже мелко, зараза. И далеко надо кидать. А сужение там получается. Илюха закидывать сильно не умеет. Ну, на дальнюю дистанцию. Отдал ему, короче, сужение. Посмотрим. Ну все. В целом все классно. Как раз успели. Ну и все как-то так осенью. В 20-х числах сентября. 6:30 темно, ребята, уже. Сейчас постепенно каждый день все будет все быстрее темнеть. Дойдем до 5 часов вечера. Я имею в виду рыбалка по налиму. А то и раньше. Посмотрим, как в этом году сезон будет. Постараемся порыбачить, конечно, до того. Все. Пляж забазировались, Илюха доставляется еще. Все, отлично. Так, ребят, ну чё, на лосином пляжу я остался один. Мужики не просто так приехали, точнее мужичок. Нужна помощь выше по течению. Короче, там, ребят, ну, не буду объясняться, в общем, нужна помощь была. Приехал сюда, набрался, вышел на связь. Короче, поехали они на моторе вверх. Да, лодку, мотор. Поехали по делам, ребят. Ну, надо, короче, срочно. Ну, втроем уже не поедем, ребят. Лагерь стоит. Донки закинуты все. Сейчас у Илюхи еще закидал. Потому что уже надо было ему выезжать. По светлу хотя бы немножко. Сейчас фонарями поднимается, наверное. Не знаю, бензин вроде был. 5 на запас всегда беру. В любом случае. Ну, думаю, на спуск хватит. Ну ладно, что, пока поехали. Буду здесь хозяйничать. Один. Кушать что-нибудь приготовим. Ну и в общем, все, рыбалку, ребят, начинается. Пляж наш. Если будет налим, то будет наш. 7 часов. Отлично.
покрепче немножко. Смотрите, ребят, пляж просто освещается луной. На камеру плохо видно, конечно. Но так в целом вообще. Я вижу тут берег, шикарно вообще. Четко. На этом пляжу, ребят, я редко бываю, на этой косе. Но она постоянно давала плоды. Частенько здесь ловил хорошего езя по поздней осени. И Илюха сегодня уже хапнул одного. Илюхи до сих пор нету. Вышел пройтись, посмотреть доночки. Прогуляюсь. Вот так пока тишина. Здесь все слышно, классно. Вся коса наша. Отлично. Охотники приезжали, парни, с кем сейчас Илюха уехал. Предупредили. Здесь вот как раз по этому кордону ходит медведь. Медведь небольшой, муравейник, но он любопытный. Может подойти, говорит. Дурной. И очень часто сейчас его тут замечали. Так что надо быть в аккурате немножко. Медведь тут ходит. Так что надо быть аккуратным. Ладно, что-нибудь забодяжим. Супца какого-нибудь. Движуха в тайге, ребят, такая, она, блин. Сегодня ты, завтра я. И помощь всегда нужна быть. Неважно, ты остался на рыбалку. Значит, придется отменить дела, ребят. Ну, человеку помочь надо. Так что, ребята, если вернутся, будет горячий суп уже. Нормально будет, радостно. Так, что за пасеки-то? Сальцо, понятно. Хлебушек. Так, горох с копченостями, ребята. Угу. Горох с копченостями. Крылышки копченые. Что, гороховый суп, значит, ребят? Картофель нажарю. Точнее, картофель сейчас сварю. Все это закину. И будет нормальный супец, правильно? Правильно. Сумка-холодильник, ребята, у меня так мотыляется. А так и сделаем, что. Поставим картохи тушиться. И все это с горохом. С крылышками. Как забудяжим. Классно будет. Картоха, ребят, в этом году уродилась. Ой-ой-ой. Правда, мамка говорит, что вот она крупная, но внутри, говорит, с трещинами, со всякими вот этими делами. А так картоха, ребят, дай бог. Ее почистим. Нож, кстати, от Русберга, ребята. И Енисеюшка. Очень понравился мне нож.
И по кухне вообще. По кухне тоже красавчик. Ну такой трудяга, говорю. Не всегда нож подходит к всему прям. А здесь прям зашел он мне. Картохи сейчас поставим и сделаем шлемочку. Такой импровизированный будет гороховый суп. Покрупнее, ребят, немножко. Котелочек небольшой, 3 литра. Пару картошин, я думаю, нам достаточно будет. В тайге, ребят, каждая соринка — это витаминка. Так что пускай кипит. Ребят, вторая уже и этот зацеп. Там коряжник капитальный по той стороне. И то оборвал поводки в хлам. Здесь что-то не выходит. Походу сгрузил он, блин. Ох, сгрузил он, вообще вырвал. Далеко не надо кидать. Все понятно. Все понятно, ребята. Ну вот так бывает. Это новые места, незнакомые. Сразу вижу петельки, чтобы потом прийти и поставить груз с поводком. Чуть выше петельку вторую, маленькую, на поводочек. Двойную здесь сделаю. Вот чувствуется, мороз пошел. Вот так вот. Так, и того уже грузил, и 2 поводка надо сюда, в эту сторону. Так, надо дровишки. Дрова, дровулечки. Опа. Блин, вот это проход, ребята. Не ожидал. Надо, короче, не так сильно забрасывать. Ну, сейчас посмотрим. Вот почему, ребята, я говорю, что бывает ни одного поводка не оборвешь. Бывает просто труба. Так, прогорело уже, пока ходил. Вот так вот. Так, эту я забрасывал. Самое крайнее получается в илюхе. Рыбка, ребята. О, ты, бродяга. Бродяга ты, Никодимчик. Ты чё такой маленький? А где дед? А где батя? Давай, дай. И деда зови, ладно? Писюн. Еще один налимчик, ребята. Тоже писюнчик. Тоже небольшой. Вон, ребята.
Смотрите, какой заморозок. Прошелся по Илюхиным. Блин, у него объедено. Хорошо. Точка там такая более-менее спокойная. Не знаю, я тебе не добросил, ребята. Сильно не стал туда швырять под яму. Начал на меляки. 3 налимчика, ребята. 3. 2 отпустил, одного пришлось забрать. Вырвал ему немножко там. Не выживет он. Луна такая. Мороз давит, ребята. Классно. Илюхи все нету. Что попали куда-то, не знаю. Что-то сложное вообще, походу. Ладно, что. Картоха, наверное, ребят, варится у меня. Надо продолжить супчик варить. Все, сейчас. Блин, ну долго, ребят. 200 метров. Столько донок. Тяжело одному обрабатывать. Вот это да. Вот хорошие уже морозики. На лимне такие прям. Четко. Так, ребят, у нас есть кружки копченые. Я думаю, в самый раз будет гороховый суп. Сейчас вот так по фалангам порежу. И супчик наш. Поклевка, ребята. Поклевка. Иду. Дальняя. Понял, нифига. Подлещик. Густерочка, ребята. Ну вот, Илюха приплыл. Я тут бегаю. А тут, кажется, густерки клюют, ребята. А я тут бегаю. Вон они. Ну, кошки возьмем. Пойдет. Горох с копченостями. Попробуем. Ну все, братцы. Гороховый суп готов. Сейчас будем пробовать. Минуса не обещали. Сколько минус, интересно? Не обещали. Я сегодня 2 этих смотрел, 2 канала, минуса не обещали. Бомба. Андрей Викторович, спасибо. Сегодня он кормил. Я отсутствовал По делам в ездил. момент приготовления пищи, да. Так что прошу прощения. А нет, я уже сказал, по делам ездил. Выручал там делов. Где выручал? Да, я отсутствовал. Но Проголодал. Андрей Викторович бомба. Вообще, я так проголодался, замерз. И как раз в тему, то, что он приготовил. Я аж, ой, аж и слюни текут, короче.
Полоснул. Помой. Че, ребят, минус стоит. Жесткий причем. Минус. Непривычно так, знаете, с осени заходить в минус. -1, -2, вот. А потом зимой, когда сидишь, -30. На рыбалку Уже нормально, не да? выезжаем, а потом -20. О, потеплело, на рыбалку поехали в -20. Ну, надо сейчас просто привыкнуть из-за этого. Также зимой -40, стоим. -30, 28, потеплело, поехали на рыбалку. Да не то, что там просто снег, и как будто не так кажется, что так холодно. И опять же форма одежды, Ну, ты уже как бы другая, да. думаешь уже о том, что ты, блин, сейчас вон в каком бушлате, а зимой ты ездишь. Свитер шерстяной, да, бушлат, блин. Поблизости так бы, наверное, слышали по-любому. А, нет. Есть, говорю. Густера. Она и жрет, понял, Илюха. Да, конечно, она сейчас вон. Ну, это значит, слышишь, есть вариантность хорошего леща поймать. Нельзя. Ну да. Место такое. Сразу сказал. Там далеко у меня получается. Немешко. Вот это уже песчаный, ребят. Ох, сразу по краю. Вот это песчаный уже. Местный. Ах, закровил сразу. Так, ребят, зацепы продолжаются. Вот, Илюха сейчас вытащил, блин. Не оторвал хоть, блин. О, Жалко бы было. корни, ребята. Корни, и вон они. Где-то в траве на раскоряках был. Нашел очень близко. Есть мелкий. Вот, писюн. Лемяш. Пускай его. Если получится, что ты можешь. Все так просто. То и есть, блин. Мелкий гота. Так, ребят, ну что, проверились. Мелкий налипчик, подлещик. Короче, рыба есть, но не та. На кордоне у нас вообще свежо, вообще капитально. -2 где-то. Вообще сразу махом все замерзает. Лунище. Пойду сейчас поставлю печку, палатку. Немножко протопим уже, наверное, место. Вот это дубачок. Вообще, отменный. Хорош. Ну, с такими дровами, ребята, у нас все красиво. С такими дровами прям приятно, на самом деле. Ладно, что, пьем чайку горячего. Прям хорошего. Ждем поклевку. Ребята. Ребят, смотрите, как чай замерз. Вот так вот. Вот такой мороз сегодня. Печурку поставил. Сейчас затопимся. Пускай греет. Вот. Палатка сразу нагрелась, начала
шипеть. Шикарно. Ну да, все вини покрылось, так вот. Печурка зашияла. Пускай греется. Вот такое время-то пол-первого уже, Илюх. Конечно. Не стоит. Время уже обед, оказывается, да? Да? Ночной. А мы еще не ели, А да? мы еще не ели. Кабачки вообще огонь сами по себе. Да. Мне вообще вот нравится. Хоть какие. Вареные, жареные, пареные, блин, вообще пофигу. Я еще мамка, знаешь, как раньше делала? Да и сейчас делаю тоже. Типа этот, как оладушки, понял, ну, натертые. Ну, я также делаю вот тертые кабачки Да. с чесноком. Много-много чеснока, лука. Яичко туда. Вообще бомба. Угу. Так вроде не суразно, да, с него можно что-то замутить, да? Да, вообще. Такая штука прикольная. Дым. Дым, дым. Надо до дробенчика хапнул. Тихо, брат. О, ребята. Подзамерзло все. Опять Никодимчик. Маленький, крохотный. Смотри, Илюх. Так, ладно, всё, Ребят, я не- смотрите, вон. Только не говори, что зацеп. Знаешь, это вытаскиваю. Вот и все. Это есть. Я говорю, кто-то есть. Потому что она клевала, видно было, резко расслаблялась, натягивалась. О, небольшой. Никодимчик опять. Травой не затягивает, понял? Да, да. Вот это. Ямочный, понял? Сегодня, короче, детский сад, ребята, у нас. Капитальный. Раздаются голоса. Ну-ка, блин, отдай подушку, не мешай, она моя. Смотрите, ребят, какой раскрас. Красивый вообще. Такой военный прям. Призывник осенний у нас попался. И опять же не достать. Без зараза, блин. Вот такие водочки, ребят. Серьезно? Да. Хороший минусок. Да, это. Есть налимянная. Лемяшкин. Ага. О, слышишь? И такой жареник Ну да, выскочил. пойдет. Вот, ребята. Вот такие налимы у нас сегодня. Мелкие, зараза. Красивые, блин. Но мелкие. Да. Вот только красотой, говорит, они отличались, да? Сколько мы сегодня, да? Илюх, уж достали таких. Да дофига. Что, братва? Время. Время 3 час. 7 продуктов. Она. Все, померзло у нас, да, Илюх? Мгм. 3 час, ребята. Ну что, детский сад. А вообще голем, блин, поймали, наверное, ведро уже вот таких на лемях.
подлещиков. Что можем отпускать, что можем, ребят, не получается. Но они глотают очень сильно. Кто налима не ловил, не поймет сразу. Очень сильно они, конечно, хавают. И в целом у нас колокольчики не звенят, они просто, ребят, замерзшие у него так. Они просто замерзшие. В целом палатка у нас все протоплено, все классно, там шает пятерка. У нас тут костерок, что нормально. Люха кабачков нажарил. Будем кушать. Ну и в принципе, я думаю, тогда на последняя проверка у нас была. Тоже пойдем отдыхать уже. Вот. Больше, наверное, нет смысла. Ну хотя посмотрим, может часик посидим, еще проверимся. Ну, пока по сигаретке выкурим. Пока покурим, пока да, согреемся, пока чайку попьем. Да. Часик-то еще и пройдет, конечно. Ну так здорово, луна уже там вообще. Была вот тут. О, и речушечка сразу. По красоте. Опа! Клюет. Ой-ой. Быстро не крути. Что ты крутишь быстро? Сойдет. Это все тот же подлещик. О, изек, смотри. Они вышли с утра, понял, Илюха. Классика жанра. Изечек, ребят. Ну, у нас, короче, ассорти, бля. Доброе утро, ребята. Сегодня шикарная погода, шикарное утро. Прям палатку солнце начало греть. Вообще шикарно было. Спали отлично, изумительно. Вроде на земле, но на пенках нормально. Удобно. Проснулись. Ну, мы во сколько? В 4 легли. Вот в 9 часов проснулись. Нормально поспали, по-человечески. Сразу вышли. Донки звенят. Алюха тут подъязка поймал. У меня сход и тут сход. Ну, это походу мелкие подъязки. Вот они уже сидят уже с ночи. С утра. Уже губа разбитая. В общем, что, завтракаем. Просто отдыхаем. Солнышко, ребята. Давно уже солнца не было. И такие красоты сразу стали. Охрененно вообще. Я не люблю этот сорт собак. Я, блядь, кому сказал? Смотрите, ребят, донка вообще возле берега. Тут, походу, что-то есть. Какая-то рыба. Рыба какая-то, братцы. Колокольчик сразу сниму. Смотрите, вся возле берега, ребят. Вообще утащила. Вот. По этим ощущениям никого нету. Была рыба по-любому. Вообще уперла. Смотрите, ребят. Ну тут езди, ребят, ясь походу был крупный, ушел.
маленький язычек. Пускай живет такой. Под утро, ребята, под утро. Не знаю, в 5, в 6, в 7 утра вышел ясь по-любому. Потому что вот на всех донках. И он стащил и сошел, понятное дело. Но мы в это время, увы, отдыхали. Замерзли за ночь. И уже отдыхали в палатке. Ну, езя надо ловить, ребята, ранним утром получается. Если надо, то можно, в принципе, порыбачить. Илюха, кстати, проверялся, тоже под язика поймал. Сейчас еще одного там дальше. Одни изи, ребята. Язики. С утра они вот вышли. Язики. Вон такие. Одни изи. Блин, ну это интересно. Утром получается ясь клюет. Причем неплохо. Тут, ребята, я не знаю. Что-то по ощущениям какого-то есть. Или много травы, или какая-то рыба. По всем параметрам как будто налим. Ой, что-то зацепился куда-то. И рыба вроде там есть. С этой травой, блин. Да. Какая-то рыба. Ага, и там та донка, ребята. Вон рыба ходит. Вон, видите, ребят, что творится. Это получается та донка зацепилась, что ли? Ну-ка, сейчас попробую отцепить. Все уйдет, ребята, у меня. По-любому. Да, походу здесь зацеп не дает. Блин, вот дела, блин. Хорошо зацепился. Сейчас все поуходит. Там, походу, ясь хороший. Оторвал эту. Пойдем на ту. Вроде пошло, ребята. Тут. Что это такое? Стой достал. Смотрите, ребят. Такой когда-нибудь видели? 2 леща и налим. Лещи. Сразу на 2. Сейчас не могу понять на какой. Короче, я эту достал, ребят, донку. Вот она с этой стороны идет. А тут что? 2 рыбы я ловил, вот 3 сразу. Еще нет. Вот это да, ребят, смотрите, какой тут кишмиш. Тут надо, короче, все перевязывать будет. Этот накрутился вообще. Вообще накрутился, блин. Ужас, блин. Вот это, конечно, такого я еще не видал, блин. Вон там крючок, что ли, остался. У нас, ребята, кофе пьем. Я пока собираюсь, моемся, грузимся. Вот интересно, точка, ребята, ну много зацепов. Утром ясь и лещ. Здесь рыбалка по фидеру даже будет когда-нибудь. Ну так, для точки, для своей. Ну, в целом, здесь просто оборвешься, наверное. Ну, тут, да, тут много езя. Я вот говорю, тут если
по налиму тут можно сизем еще нормально. Ну, блин, надо искать. Я вчера столько оборвался, что вообще жесть. Что вообще жесть. Ну что, ребята, будем уезжать потихоньку. Местечко порадовало. Ну, рыба не крупная, ребята. За нами чисто, есть дрова. Шикарно. Илюха пошел, ну, знакомый охотник заберет его и поедут они на машине. А я пойду вниз до поселка. Сейчас еще результат, ребят, покажем вам, что у нас получилось. И в общем, по рыбалке Илюха рыбу повез. Там еще лодку мыть будем. Короче, там где-то. Кучки, ребята, подлещик, ясь, окунь. Короче, налимчики. Есть все. Короче, по традиции делим рыбу. Я отворачиваюсь, Илюха ложит. Зажигалка в куче. Зажигалка в куче. Рыба мне. Так, ребят, ну что, очередная рыбалочка, в принципе, пойдет. Всяко раза наловили. И подъязики, и подлещики, и налимчики. Но рыба не крупная. Самая крупная, наверное, ясь за 1,5 килограмма, это у Илюхи. На троллинг, и то, когда поднимались. В общем, Илюху забрали охотники местные. Поедут до дома, как раз довезут его, чтобы жену не вызывать. А я, ребят, на поселок опять буду проходить эти мучительные перекаты. Ну, в общем, что, все четко, ребят. Сезон продолжается. Жду налима, ребят. Буду искать место. Все, буду прощаться. На взлете. Илюха поехал, а мне туда. Все, ребят, хорошего настроения. Здоровья самое главное. Ну и на связи.